Аил, ты сейчас занимаешься вопросами волонтерства, вот, помощи мобилизованным, борьбе с пожарами, вот, и последствиями наводнений. Но ты в республике известен как общественный эколог. Ага. Вот просьба рассказать, вот, как ты начинал свою деятельность в сфере экологии. Ну, сфера экологии, наверное, как и каждый деревенский парень, мы начинали со своих родителей, за собой убирали, на природе не мусорили. Но такой вот общественно значимую деятельность я, оказывается, начал школьником. Вместе вот в ансамбле «Аммат-Шере», наша руководительница Ольга Петровна Иванова-Сидоркевич, мы поехали в Москву, готовили. В то время вся Амга будоражилась, она прямо защищала нашу реку Амгу, там собиралась вырубка, леспромхоз хотели построить, пригнать заключенных, колонию, там прямо даже разместить, чтобы они занимались рубкой вот в верховье реки Амги. Конечно же, население взбудоражилось, но вот Ольга Петровна Сидоркевич, Иванова-Сидоркевич, она немножко по другим путем пошла, она привлекла прессу, федеральную прессу, значит, ученых, и вот ей это именно удалось переломить ситуацию, хотя это был такой федеральный проект, вот она это смогла сделать. Я косвенно в этом поучаствовал, потому что меня просто Ольга Петровна взяла за руку, и вместе с ней мы сходили в редакцию газеты «Пионерская правда». Это такая вот всесоюзная известная газета была. Вот, и мы там дали интервью, статью разместили, там «Спасем красавицу Амгу», там, за подписью Бани Степанов тогда я был, да? Вот. И эта статья вышла. То есть, как бы мое появление в таком медийном пространстве началось вот с этой статьи в «Пионерской правде». Вот. Потом я, я участвовал, конечно, в этой экологической сказке «Белая лень», где мы защищали природу от железных дровосеков. Вот. Такая очень глубокая сказка, которая сейчас, кстати, получила второе дыхание, очень тоже прекрасно поставили. И сейчас это все, вот, я стал тем, кем стал, да, то есть это и была защита реки Лена от возможного строительства химического завода, там был именно метанол, карбамид, и взрывоопасность была высокая, как один нобелевский лауреат, который написал про метанол свою научную работу, он сказал, что одна из самых огромных, значит, рисков состоит в том, что вот в нашей жизни появился терроризм, и вот в этом плане взрыв одного супертанкера сопоставим с взрывом водородной бомбы. Но так как у нас здесь объемы предполагались просто миллионами тонн, то, соответственно, какие-то определенные запасы, конечно, делались бы здесь в местности, а в округе, там, если циркулем прочертить, там 40 километров вокруг этого предполагаемого места, то там практически 1/3 республики там и живет, не говоря уже о последствиях. Да? Ну и сам Екатеринославский район был очень, является сельскохозяйственным, и появление такого химического вредного производства, конечно же, ударило бы и по сельхозпроизводителям. В общем, мы боролись, но тут вмешались еще и силы сверху, вот, и по определенным обстоятельствам все-таки строительство такого химического объекта приостановилось. Я не могу сказать, что сейчас от него отказались. Это очень выгодно, потому что там же есть 2 линии электропередач, которые поставлены силами республики. Железная дорога, федеральная трасса, рядом река, вот, и газопровод. То есть, предпосылки вроде есть, и, наверное, от них не отказались, поэтому, может быть, все равно не забывать про эти риски. Я не против вообще химического производства, про то, чтобы хорошо было бы, если бы это производство принадлежало нашей республике, чтобы она финансировалась, чтобы кадры бы использовались наши, но вот безопасность, то есть близость к жилым местам, значит, подальше от наших рек, озер, вот в этом плане, конечно же, нужно в первую очередь думать о безопасности людей и о
нашей окружающей среде. Потому что это, если что-то произойдет, это безвозвратно, просто необратимые последствия могут быть. Только вот из-за этого мы должны быть, мы не против всего, что слово химия включает, да, или там заводы. Нет, я не против. Но это должны быть такие обдуманные решения, которые предотвратят необратимые последствия для народа, для нашей природы. Кстати, наша река Лена, она последняя, по-моему, из крупных рек, которая не зарегулирована и относительно чистая. Хотя и на сегодняшний день, конечно, плачевное состояние. Вот, но мы с этим боремся. Ага. Вот в 2018 году случилась экологическая катастрофа на реке Вилюй. Вот, вы там тоже принимали активное участие. Ну, я только в самом начале принял активное участие, да, потому что в начале как бы это не очень было известно об этом. И довольно-таки резко я там выступил. И моя задача была, чтобы об этом люди узнали, широко узнали. И когда это уже получил... Там еще 18-й год был как раз выборный год, и я был одним из кандидатов одной партии, и моя партия очень сильно этот повод как бы использовала и распиарила очень сильно вот мое заявление, такое резкое. И очень сильный, короче, эффект получился от того, что я так выступил вместе с Улусланом Маран, кстати. Вот, и очень жестко высказались, и после этого настолько прямо вот народ всколыхнулся, да, что вот и очень много выходцев Вилюйской группы улусов, там и Александр Жураковский, и Владислав Коротов, и вы, Николай Андреевич, да, вот все вот очень известные в республике люди, они дальше пошли. И вот даже я просто думал, мне был какой-то жест отчаяния, и я не был уверен, что кто-то вообще его услышит, да. Вот. А когда остались такие люди, как вы, поднялись прямо и Любовь Даниловна Куприянова, и вот такие экологические мастодонты, Тина Никитина Дмитриева. Вот. Когда все это началось, просто я, конечно, уже как-то так немножко даже успокоился как-то и сильно дальше уже как бы активно не участвовал, потому что такие люди подключились, да, и действительно там и компания была вынуждена там признать, и государственные органы нашей республики тоже приняли активное участие, такую позицию очень принципиальную в защите вот именно здоровья. Вот сейчас должны были пройти, вот уже прошли обследование здоровья вот в этой группе улусов, и там, по качеству воды, там, то есть там появились новые очистные сооружения на реке Вилюй. Ну, это здорово, это вот весь народ поднялся. Я на это даже не надеялся в самом начале. Ага. Ну и потом одна из вот самых таких тоже, где, наверное, я все-таки какую-то роль сыграл, это была идея перевозки радиоактивной руды из Тамтор-Тас в Ольгнёвском районе месторождения. Оттуда должны были привозить через всю центральную Якутию в Качекаце и оттуда прямо направлять там дальше. И там вот на общественное слушание, конечно, мне показалось, что я какую-то роль тоже сыграл. Население очень сильно на общественных слушаниях очень правильно себя повело. Мы признали, я обратился, чтобы признать общественные слушания несостоявшимися, потому что формально по закону общественные слушания проводятся, даже если все будут там голосовать против, а кто-то там 2-3 человека за, но это называется, что общественные слушания прошли. Все, они состоялись, по закону эта галочка стоит, и можем уже строить или там претворять проект в жизнь. А когда признаешь эти общественные слушания несостоявшимися, то уже как бы появляется возможность заставить проектантов пересмотреть, как-то вот от чего-то, от каких-то опасных моментов отказаться, переделать проект. Вот
То есть вот этот механизм, как можем, в принципе, мы влиять, население, это объявлять несостоявшимся общественное слушание. Вот в этом направлении, конечно, экологи, там ведущие наши вот подсказывали, поэтому я вот так вот какую-то роль, может, сыграла. Вот, ну а сейчас как ситуация с защитой окружающей среды, вот как роль общественников? У нас сейчас, помните, была самая, ну сейчас она стоит, проблема вырубки верховья реки Амги. Общественников, экологов это очень сильно взбудоражило, потому что, ну, китайский пример, да, вот этих желтых рек, он говорит об этом, о том, что вот когда в верховьях идет рубка леса, то вода просто там уже жижа такая идет, ну, это очень необратимые тоже последствия могут возникнуть. Например, на моей родине, в районе Анёса, вырубка, которая 50 лет назад была, она до сих пор так и там ничего не растет. Поэтому такие случаи, особенно если учесть профессиональные мнения работников Института межзвездноведения нашего, вот, в частности Александра Николаевича Федорова. Кстати, он огромную роль сыграл и в защите от газохимического завода, потому что, как ученый, одна из причин, по которой, кстати, отказались от этого проекта, то, что правый берег реки Лена, так называемая Бестяцкая терраса, она... Японцы даже доказали, что вот озера, которые вот там находятся, они очень быстро, значит, вода из озер, из водоемов попадает в реку Лена. Это было доказано, там реагенты бросали, то есть и вечная мерзлота наша, она, как ее основа, она очень неустойчивая. Вот, и поэтому одна из причин, по которой мы тоже тормозили это дело. Вот, и в этот раз, когда вот понимаем, что вот и на федеральном уровне об этом говорится, о том, что вечная мерзлота, ее нужно беречь. Единственное, что ее защищает, это лес. Лес нельзя трогать. Вот, например, пожары, это очень сильно ударило. А тут взять и вырубить верховье реки, это, конечно, недопустимый вообще вариант. И сейчас у нас, ну, я с самого начала говорил, ну, не будем мы ругать Минэкологии, да, надо с ними находить общий язык и решать, ну, как бы, в дружественной атмосфере. И мне кажется, это мне уже начинает удаваться. С Министерством экологии мы сейчас на этапе рассмотрения возможности перенести рубку от реки Амги. Потому что там, на самом деле, если смотреть проект, он, ну, грубо говоря, в 200 метрах, нескольких сот метрах только от реки, там защищена полоска, да, а дальше нет. И, кстати, вот в 2021 году, да, я вот выезжал в верховье реки Амга вместе с биологами. Мы собрали деньги, там денег не хватало, я еще кредит взял. В общем, мы с биологами выехали, это все оплатили, и мы провели исследования и нашли произрастание вот как раз в месте рубки, прямо на территории вот этого участка, нашли краснокнижное растение. Вот, горец Амгинский, это эндемик, он растет только там, больше нигде в мире он не растет. И это было, до этого был участок на одном берегу произрастания, тут еще вот этот участок, поэтому вот эта возможность тоже, вот это научный способ, как можно защитить вот этот верховье реки Амга. Поэтому в этом направлении у нас работа ведется, и Министерство экологии сейчас идет нам навстречу. Они говорят, что действительно можно отдать им участок в другом месте, но подальше от нашей реки. Если это случится, это будет тоже маленькая победа вот, именно мирной инициативы, такой не конфронтации. Ну, пока рубка там не началась, да? То есть не рубка, а вырубка. Нет, наоборот. Заготовка. Вырубка, это вообще когда вырубка, да? А рубка. Да, рубка там не началась, вот, но техника туда завезена, вот, и у нас есть возможность сейчас вот ее просто передвинуть. Хорошо. Так сейчас она в 30 километрах там техника находится, а участок большой. Но формально участок он прямо к реке подходит почти.
я там сам лично ходил, видел все это, фиксировали координаты там, то есть по идее, вот, человек, который взял этот земельный участок, он должен на свои деньги провести исследование, обозначить там вот эти места и обойти там как-то вот. Ну, мы сейчас в этом направлении работаем и надеюсь, что вот сейчас еще у нас первый зам Министерства экологии Хонджи Руслан Иванович. Ну, желаем вам дальнейших успехов в сфере защиты окружающей среды, защиты нашей хрупкой северной Ну, вместе с вами, экологии. Николай Да, Андреевич, конечно, да. вместе. Ага.